Добрый день, коллеги! Рад приветствовать участников международного семинара замечательной республики Коми, Сыктывкаре. Спасибо за приглашение и поделюсь некоторыми своими мыслями и предложениями. Я, может быть, несколько выступлю вразрез с главной идеей семинара о повышении учебных результатов, как преодолеть низкую учебную успеваемость школ, как преодолеть низкие учебные результаты. У нас проект «Энциклопедия сельских школ России» немножко не об этом. Мы в последнее время очень увлекаемся образовательной составляющей, хотя сами часто признаемся, что не до конца понятно, а сколько знаний нужно сегодня современному школьнику, чтобы определиться в своем жизненном пути. Жалуемся на перегруз школьников и прочее, прочее. На наш взгляд, одна из проблем сегодня современной школы – то, что у нас мало школ, мало уважения к школе, мало познания школы самой себя как явления, уникального явления. Национальный проект «Энциклопедия сельских школ России» решает две задачи. То есть он считает, что каждая сельская школа, а многие из них имеют многолетнюю историю, должна уметь рассказывать о себе. Как сказал наш известный российский филантроп Игорь Владимирович Рыбаков в одном из своих произведений, нужно уметь рассказать красивую, вдохновляющую корпоративную историю, иначе пережитое порастет быльем и не станет основой будущего. Очень важно через создание исторической справки в сельской школе увидеть образ своего будущего. Почему я говорю, что у нас мало школы? Потому что нужно уметь рассказать о себе, рассказать об историческом пути, который прошла школа, рассказать о людях, которые в ней работали и работают. Мы очень жалуемся, что мало внимания к учителю, мало внимания к директору, мало внимания и к ученикам школы. Зайдешь на сайты многих школ, вы знаете, школе 100-150 лет, она выпустила 10-15 учеников, получается, медалистов. И это весь ее путь. Эту ситуацию надо исправлять. Нам нужно перейти от понимания к школам, к низкими учебными результатами, к новой системе оценки деятельности школ, как в школе социум, как в школе, которая преобразует территорию, развивает территорию. Школа, которая, особенно для сельской это важно, не готовить кадры для города, а получить инструменты развития собственных территорий, усиления людей, закрепляющих на этой земле. Сегодня мы сталкиваемся с чем? Что население, родители не хотят, чтобы дети оставались в сельской школе, чтобы они уезжали. И получается парадокс. Чем выше будут учебные результаты этой школы, возникает проблема, что школа будет сокращаться, потому что население не будет возвращаться. Что выучили хорошо, и они уехали. А что заставит их вернуться? Поэтому нам очень важно создать иные критерии оценки деятельности школ. Не только по учебной деятельности, но в социокультурном, экономическом компоненте. Сегодня сельская школа может найти ресурсы своего развития через разные источники. Об этом мы и говорим в своем проекте. Надо уметь подружиться с городской школой. Надо уметь взаимодействовать с НКО. Это огромный сектор, на который сейчас выделяется
большое количество финансовых средств государством и регионами. Но много ли вы видите проектов сельских школ вместе с НКО? По пальцам пересчитать можно. То есть сегодня директор школы должен знать многие инструменты партнерства, находить себе партнеров. Я вот упоминал уже Рыбакова. Так Рыбаков фонд поднял еще одну важную проблему. А как оценивать деятельность школы? И он нашел меру оценки. Это благодарные выпускники, которые помогают школе. А с этим вообще на сайтах школ очень большая проблема. Их нет, этих благодарных выпускников. По пальцам можно пересчитать сюжеты, где отмечено вклад выпускников в развитие материальной, финансовой базы школы. То есть очень мало таких историй. На самом деле в жизни их много. Но проблема наша, мы не умеем рассказывать о них. Мы не создаем вектор вот этой благодарности, не поддерживаем его. Сегодня через проект энциклопедии сельских школ мы говорим: сельская школа, расскажи о себе. Расскажи это на абсолютно бесплатной основе. Создай красивую, интересную, вдохновляющую историю, чтобы она заинтересовала людей. Расскажи о людях, которые работали и работают в этой школе. Давайте выйдем из этих местечковых историй вручения грамот учителям, администраторам сельских школ в определенные даты. Сельская школа – это уникальное явление. Давайте относиться к этому так. Но чтобы к этому относиться стала так вся страна, так сама сельская школа должна научиться себя уважать. Увидеть свой путь, который она прошла. И знаете, очень много сюжетов, которые в непростых условиях местное население находило варианты развития, ресурсы развития, решало поистине большие задачи и создавало уникальный образ школы. Национальный проект энциклопедия сельских школ России – это возможность сегодня создать о себе уникальный, интересный рассказ. Отметив все лучшее, что было за эти годы, и перебросить мостки в будущее, чтобы школа осталась на этой земле и стала локомотивом, драйвером развития этой территории. Приглашаем сельские школы Республики Коми, другие сельские школы нашей страны к участию в проекте. Вам ничто не может помешать. Не будьте школой с низкими учебными результатами, а будьте школой, которая создает уникальную среду, создает точки роста своих территорий, своих сел и деревень и по-настоящему заботится о развитии своей малой родины. Заходите на сайт Сельской школы России, ждем информации о ваших школах, участвуйте в различных рубриках. Спасибо за внимание.